часа ночи произошел взрыв на Бишкек-ТЭЦ. Силами МЧС было локализованы все очаги пожара. В часах уже в 5 был создан штаб, было дано указание Министерству МЧС для того, чтобы откачать воду и все локализации пожарных составляющих. Значит, Министерству энергетики было указание подготовиться к восстановлению сети. У нас упало давление в Бишкек-теплосети. Давление, из-за этого у нас пошли прекращение подачи горячей воды для того, чтобы мы в системе отопления имели циркуляцию. На сегодняшний час мы подняли давление уже до 6, мы сейчас ведем работу по заполнению всей системы. Давление поднялось, и сегодня у нас есть 4 резервных котла, которые были в резерве. Мы их сейчас запускать будем. И до вечера, дай бог, мы уже подадим теплую теплоту и, возможно, горячую воду подадим. Ну, не такое будет тепло, но больше 50 градусов мы подачу сделаем. Президентом было дано поручение нам сейчас. Мы сейчас распределили, МЧС и Гостой, он будет сейчас заниматься восстановлением зданий и очисткой зданий. Энергетики будут сейчас запускать 4 котла для того, чтобы подачу тепла и горячей воды в город Бишкек. Еще дано поручение на будущее разделение города Бишкек по локальным станциям для отопления наших жителей. Вот на сегодняшнюю такую ситуацию. По оперативной информации, предварительной информации, при взрыве котлы не повредились, они сейчас пока котлы в нормальном состоянии. Мы сейчас стараемся для того, чтобы все котлы уже привести в свое соответствие. Начальный этап мы сегодня должны дать, а последующий мы сейчас думаем, до четверга, вторника уже мы выйдем к стабильной ситуации. Мы прекратили подачу воды горячей. Это мы сегодня в основном мы временно попросили наших образований, чтобы они перешли на онлайн режим обучения.